Тлеющий огонек надежды и воспоминаний в глазах одиноких стариков. Только встречи с друзьями не дают ему угаснуть. Новый сезон в Осетинском театре открылся спектаклем «Башня надежды». Режиссер Аким Салбиев обращается к одной из вечных проблем человечества – непонимание старшего и младшего поколений. Внук Франтишека Абеля Павел влюблен и хочет жениться, но чтобы привести жену в дом, дедушку нужно поселить в дом престарелых к его друзьям. За амбициями юноша не замечает тревог старика. Цель постановки – показать зрителям всю абсурдность ситуации. Вещь, которую я выбрал, «Соло для часов с боем» Освальда Заградника, она 40 лет назад была поставлена в Амхате Олегом Ефремовым, и я последние 10 лет мечтал поставить эту историю. Мне предлагали это поставить другие театры, но все-таки я ждал, что меня пригласит свой родной театр во Владикавказе. Это сделал Казбек Губиев. Я с большим удовольствием поставил. Правда, мы назвали это не то, что в связи с нашим менталитетом, мы назвали это «Башней надежды», потому что эти чувства нам ближе. Пьесу словацкого драматурга Освальда Заградника «Соло для часов с боем» на осетинский язык перевел заслуженный артист республики Асахмат Айларов. Роли в спектакле сыграли ведущие артисты театра. Лактимир Цтиев сыграл в спектакле офицера. Здесь тема наших стариков, тема любви этих стариков. Они любят друг друга, они каждый старается помочь друг другу. Каждый друг для друга – это надежда. Вот. А сейчас, вы сами знаете, проблема старших и детей, младших. Многие при живых родителях, то есть при живых детях здоровых, находятся в доме престарелых. По словам режиссера, спектакль заставляет задуматься о самом главном в жизни. Уважение к старшим всегда было присуще народам Кавказа. И как важно не потерять истинные человеческие ценности. Ведь и одинокие старики не потеряли нежность чувств и желание жить. И в их глазах по-прежнему жива надежда. Марина Аркаева, Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.